Казахстане нашу сестру уже скоро все узнавать будут. Она если туда поедет, то ее будут встречать все, говорят: о, приготовьте нам, пожалуйста. Да, это что у вас получается-то? Это сейчас я... Это у нас татарские беляши. А, татарские беляши. Нет, зачем? Со временем в Ютубе будет возможность запах почувствовать блюда. А потом и совсем не скоро, через какое-то долгое время, можно будет вот так вот материализовать. Вот, допустим, ты эти самые беляши татарские жаришь, в это время кто-то просовывает руку из прямого эфира из зрителей канала YouTube и ложечкой взял у тебя, забрал одну, другой, второй, третий. Ты идешь покушать, а там все зрителей забрали, наши съели. Шутки шутками, а многие вещи сбываются там, прогнозы. Вот кто мог знать, что вот человек будет сидеть хоть с Америкой, хоть с Австралией, бесплатно разговаривать. Раньше телефон, допустим, идешь на переговорный пункт, и в селе брат идет на почту, что ли, или из дома, связь отвратительная, ничего не слышно там. Там, говорят, обрыв линии, неисправность на линии, кошмарная связь была. Ну, на Сахалин звонил я, нормальная была связь. Там как-то эхом отдавалось, говорит, по спутнику, что ли, работала. На Сахалин звонил, редактору главному позвонил, а там главный бухгалтер издательства. Так она мне так тепло ответила, доброжелательно. Говорит, попозже будет главный редактор. Я позвонил, а он говорит: вы в каком вузе учитесь? Я говорю: на журфаке. В каком? Я говорю: Уральский университет. О, приезжайте, приезжайте. Там Уральский университет, у него популярность такая в стране была высокая. Еще с Омска, с отделения журналистики приезжали нам на весну факультета, к нам, в этот Свердловск тогда еще, и говорили, там, дескать, поговорка существует, в Ленинграде готовят теоретиков, в Москве готовят пижонов, а в Свердловске готовят журналистов. И у нас база была очень мощная, как сказать, практическая база. Мы ездили во все газеты. Если бы я, допустим, после второго курса попросился бы на Чукотку, меня бы отпустили, конечно. Вот я после третьего курса попросился в Уфу, да, в Республиканской молодежной газете был на практике, объездил Башкортостан. После четвертого я попросился, даже не попросился, предложили, я поехал в этот Аркалык, Тургайская область. После пятого на Сахалин, сам напросился, и меня вызвали, и университет оплатил дорогу туда-сюда, правда, на поезд только. И много лет спустя я в университет приезжаю на журфак и читаю, там мне подарил декан наш Борис Николаевич Лазовский, надеюсь, он здравствует поныне. Он мне подарил книжечку, посвященную факультету журналистики Уральского университета. Уже, конечно, не 3 там группы по 25 человек, а где-то около 50, что ли, всего, или даже меньше того, 25 человек готовил наш факультет на каждом курсе. И что позабавило? На Сахалин я ехал, но я не скажу, что самый плохой я был, и не самый лучший, кстати. Но на Сахалин меня отпустили, оплатили. А здесь, оказывается, позже на Сахалин в качестве поощрения только отпускали. В качестве поощрения. А остальные тут ездили по маленьким городам. Сейчас мой брат двоюродный, вот хочется поговорить. Я его сейчас в эфире даже покажу, если что. Почему? Что, он не нашла ты это, как дозвониться до него? Надыр Ибрагимович, выходите на связь. Вы наш родной, со всех сторон нам родственник. Так, вот я не знаю как. На сайте выше на сайте. Я напишу, позвони нам, и все, вот напишу. Позвони нам.
Это бары, напишу, вот. Вот напиши. Это- А я написала, я жарю беляши. Да. Ну какая ты дура. Да нет, это нормально. Барный получился. Все, это твой брат, я написал. Позвони нам. Сейчас он будет звонить. Я думаю, что на беляши скорее клюнет, чем на родственника. Тут я написал, что это твой брат. Нет. А беляши он, я думаю, узнает, что беляши у нас тут. И вот. Вот я отдельно сниму про нее видео, сейчас вот сделаю для казахских братьев. Ну какая ты сказка. Нет, это у нас, как сказать, не принято вот так говорить, чем занят там. Нормально, нормально. На самом деле надо говорить, вот это делаю, это делаю. Людям же интересно. А я вот лодорничаю, чай пью с утра. Ну все, сейчас я буду снимать видео для казахских братьев и сестер. Вот в моем родном селе Покровка казахи, о них вот в газете вышло. Я у них гостил, даже ночевал. Моя одноклассница, и муж у нее очень хороший человек. О них я сейчас видео сниму для казахских братьев. А пока вам пока.